Привет, друзья! Меня зовут Ержан Мырзабаев, и я являюсь психологом. Сегодня я бы хотел вам рассказать об эмоциональном интеллекте. Как вы знаете, с развитием современных технологий, компьютеризации и роботизации, эмоциональный интеллект играет все больше и больше важную роль. Сегодня единственное, что не может заменить технология, это эмоции и понимание эмоций. В современных компаниях для того, чтобы выбрать хорошего руководителя, изначально смотрели на интеллект, на IQ сотрудника руководителя. Но со временем компании начали понимать, что просто IQ, просто интеллекта было недостаточно для того, чтобы руководить компаниями. И тогда начали обращать внимание на EQ, что является эмоциональным интеллектом человека. Ведь эмоциональный интеллект, он помогает формировать компанию, управлять людьми и понимать людей еще лучше. Итак, что такое эмоциональный интеллект? Эмоциональный интеллект – это возможность распределять и узнавать эмоции. Эмоциональный интеллект – это возможность коммуницировать с людьми, учитывая их эмоциональное состояние. В эмоциональном интеллекте недостаточно просто понимать, что человек расстроен, или рассержен, или радостный, или же счастливый. Очень важно, понимая эти эмоции, уметь в взаимоотношениях и все это использовать. Но эмоциональный интеллект играет важную роль не только в бизнес-сфере и в компаниях. Также эмоциональный интеллект очень играет большую роль в взаимоотношениях в семье, с друзьями, с родственниками. Работая семейным психологом, я часто замечаю, как пары не способны понимать эмоции, не способны понимать друг друга чувства. К сожалению, в нашем обществе не принято проявлять эмоции. Невозможно читать эмоции, если не принято проявлять эмоции. Поэтому даже когда маленький ребенок плачет, ему говорят, что говорят: не плачь, ты же мужчина. Или же человек расстроен, не расстраивайся, будь бодр. И тем самым мы подавляем эмоции. Но все это, к сожалению, очень отрицательно влияет на наши повседневные жизни. И данные эмоции, которые не вылиты естественным путем, проявляются на других наших сферах, других наших способностях и приводят к очень неприятным последствиям. Люди становятся агрессивны, люди становятся бесчувственными. Все, что нам дано природой, не дано просто так. Это дано для того, чтобы мы могли это переживать и тем самым функционировать как полноценный счастливый человек. Поэтому, друзья, не бойтесь своих эмоций. Пользуйтесь своими эмоциями. Если вам хочется плакать, плачьте. Если вам хочется смеяться, смейтесь. Если вам хочется радоваться, радуйтесь. Сегодня даже в переписках мы обязательно ставим что? Смайлики, ставим эмоции. Тем самым хотим проявить наши эмоции. Представьте себе такое предложение: муж пишет жене, да: я иду домой. В зависимости от того, какой смайлик будет поставлен, меняется настроение его жены, супруги и как его дома встретят. Просто переписываться, просто текста в сегодняшнем дне недостаточно. Все хотят понимать эмоции, все хотят чувствовать эмоции, все хотят через эмоции более детально друг друга понимать. Поэтому сегодня моя речь была о важности эмоционального интеллекта, о важности эмоций, и тем самым я бы хотел пробудить вас быть более эмоциональными и жить более радостной, счастливой жизнью. Спасибо, голосуйте за меня, всего хорошего.